Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Подобно стали закалялась абхазская дипломатия. Свой юбилей отмечает внешнеполитическое ведомство страны. На страже порядка. В МВД прошло рабочее совещание по вопросам готовности к курортному сезону. Передовые технологии туризма, конференция, экскурсии, вечерние мероприятия и мастер-классы. В Абхазии проходит первый туристический фестиваль. Абхазской дипломатии 30 лет. Свой юбилей отмечает внешнеполитическое ведомство страны, которое было создано в суровое военное время, когда до победы в Отечественной войне Абхазии оставалось 4 месяца. 17 мая 1993 года Владислав Арзенба подписал постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о создании МИД Абхазии. Формирование внешнеполитического ведомства было продиктовано не только необходимостью заявлять о правах абхазского народа на международной арене, но и по существующим правилам полноценного развития страны в статусе республики. Опираясь на накопленный за 30 лет опыт, министерство продолжает защищать национальные интересы Республики Абхазия на международной арене. В честь юбилея состоялось торжественное собрание, в котором принял участие и президент республики Аслан Бжаня, и многочисленные почетные гости из зарубежных стран. Участники мероприятия перед началом торжества возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Расширенный репортаж с места событий смотрите после выпуска новостей. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил министра иностранных дел Инала Арзенба и работников дипломатической службы с 30-летием образования МИД Абхазии. Мы по праву гордимся яркими страницами истории отечественной дипломатии. Вы формируете международный имидж нашей республики. Уверен, что ваша преданность делу, знания и энергия будут и впредь служить нашей Родине, говорится в частности в поздравлении. Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициня поздравил Инала Арзенба и весь коллектив МИДа. В поздравительном адресе говорится: за годы напряженной работы внешнеполитического ведомства в сложные для страны времена абхазская внешняя политика добилась немалых успехов, выстраивая международные отношения со странами, признавшими независимость Абхазии, в первую очередь с нашим стратегическим союзником и партнером Российской Федерации. Алхаз Квициня пожелал министру и всему коллективу больших успехов в ответственной внешнеполитической деятельности, новых удачных свершений и дипломатических побед. С 30-летием со дня образования МИД Абхазии в адрес внешнеполитического ведомства продолжают приходить многочисленные поздравительные телеграммы. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов поздравили Инала Арзенба. Всех абхазских дипломатов с 30-летием со дня образования МИД поздравил известный российский журналист Владимир Соловьев. Сегодня братская Абхазия отмечает 30-летие со дня основания Министерства иностранных дел. Всю свою многострадальную историю абхазский народ боролся за независимость, за право быть услышанным на международной арене. Вместе с Российской Федерацией и ее партнерами в разных частях света Абхазия развивает межгосударственные отношения на основе суверенного равенства государств, принципа, заложенного в Уставе ООН. Абхазия не осталась в стороне в трудное для России время. В периоды СВО руководство и народ страны поддержали нашу борьбу за справедливый миропорядок. В лице моего дорогого друга, министра иностранных дел Абхазии Инала Арзенба, хочу пожелать Абхазии процветания, а абхазским дипломатам успехов в деле расширения полосы ее международного признания. В рамках празднования 30-летия годовщины МИД Абхазии в АГУ прошла открытая лекция. В знак уважения к вузу министр иностранных дел Инал Арзенба вручил ректору университета Олегу Гвараме медаль 30-летия МИД Абхазии. С лекцией выступил глава МИД Никарагуа Денис Роналду Манкадо Калиндрис. Лекция была посвящена президенту Никарагуа Даниэлю Ортега, его жизненному пути, вкладу в становление никарагуанской государственности. Посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар
Веласкес рассказал студентам о видном государственном деятеле Уго Чавесе. На мероприятии выступили и глава МИД Южной Осетии Ахсар Джоев, и делегация из Белоруссии. У студентов была возможность задать гостям интересующие вопросы. На наших глазах происходят глобальные изменения, поэтому сегодняшнее выступление имеет особое значение, на мой взгляд, для молодежи, для всех нас. И учитывая важнейшие фундаментальные изменения в международной системе, мы с вами видим, что формируется полицентричный мировой порядок. И вот в этой ситуации, очень важной, особой, рубежной ситуации для Абхазии, очень важно, чтобы мы работали эффективно, чтобы мы еще раз подтвердили нашу решимость добиться всемирного признания и утвердить наше законное место в системе международных отношений. К 30-летию со дня образования Министерства иностранных дел Абхазии в столице на площадке медиа-центра МИД открылся форум «Глобал Абхазия». В рамках мероприятия дипломаты, специалисты профильных ведомств и гости обсудили вопросы безопасности, интеграционных процессов и женевских дискуссий. В форуме принял участие президент Республики Абхазия Аслан Бжани. Подробности в репортаже Гугу Цевардания. Интеграционные процессы, глобальное переустройство мира, безопасность. Основные темы форума «Абхазия Глобал». Единственная площадка, на которой можно обсуждать вопросы обеспечения мира и безопасности Абхазии и Южной Осетии – женевские дискуссии. Однако на протяжении многих лет они проходят практически безрезультатно. Документ о неприменении силы так и не подписан. А с началом СВО Швейцария перестала занимать нейтральную позицию. В формате дискуссии обсуждаются два ряда вопросов. Это, собственно, безопасность и гуманитарный аспект. К сожалению, что касается гуманитарного аспекта, то грузинская сторона не очень хорошо себя ведет. Она пытается все эти вопросы выносить на площадку ООН, куда, к сожалению, несмотря на многочисленные попытки донести голос и Абхазии, и Южной Осетии, не получается, нас сюда не пускают. Это тоже, вот, так сказать, современная демократия. Что касается самих дискуссий, как я уже отметил, современная ситуация сильно на них повлияла. Это не только с точки зрения логистики, поскольку сам путь до Женевы, кстати, о Женеве, Швейцария, далеко уже не нейтральная страна. Относительно наших определенных ответных мер в отношении некоторых сопредседателей женевских дискуссий, многие люди задались вопросом, почему мы отказались, скажем, во въезде сопредседателям. Это было связано с тем, что западные участники переговорного процесса не согласовывают с нами организационно-технические вопросы, ставят нас в положение людей, которые не могут высказать свое мнение. И, разумеется, мы в таком режиме работать не очень правильно и не очень разумно. В связи с этим мы показали, что у нас тоже есть свое мнение, что мы будем требовать уважительного отношения к Республике Абхазия, к Республике Южная Осетия. Если западные участники переговорного процесса будут вести себя таким образом, то и наш ответ будет абсолютно симметричный, как принято говорить в дипломатии. Что касается самой Женевы, действительно, вот трудно, наверное, назвать Женеву нейтральным местом с определенного времени. И мы обсуждали возможности в этом контексте Минской площадки, на что многие западные участники сказали, что мы не хотим ехать в Минск. Тогда возникает вопрос, почему мы должны ехать туда, куда мы не хотим. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что документ о неприменении силы между Абхазией и Грузией был подписан в августе 1997 года по инициативе тогдашнего министра иностранных дел России Примакова. Наличие этого документа важно подчеркивать, отметил Шамба. Намерением как-то сблизить позиции, вот Примаков нас повез тогда в Тбилиси. Ну, конечно, мы ни о чем не смогли договориться, потому что мы твердо стояли на своих позициях, но все-таки этот визит завершился подписанием очень важного, с моей точки зрения, документа. Подписали Шеварднадзе и Арзенбе при посредничестве Примакова о том, что стороны отказываются от
применения силы и угрозы применения силы. И что все возникающие вопросы будут решаться путем переговоров. Понимаете, я считаю, что мы должны придерживаться буквы этого закона. Для нас это очень важный документ, и мы должны все время указывать на то, что между нами есть такое соглашение. Оно называется заявлением, не договор, правда, а заявление. Участники беседы отметили важность интеграционных процессов. На самом деле интеграционные процессы в Латинской Америке и в Карибском бассейне очень важны. И мы с самых давних времен считаем, что это очень важно. Надо объединяться в борьбе против колониализма и гегемонии. На площадке форума «Абхазия Глобал» участники обсудили ряд других тем. Особое внимание было уделено безопасности в Закавказье. Гугут Савардани, Заур Кварчи, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. В Москве прошло третье совместное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С абхазской стороны в рабочей группе участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Узган, начальник государственного правового управления администрации президента Нателла Ломи, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба, министр просвещения Налгабле, председатель Нацбанка Беслан Баратели, зампредседателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа, начальник юридического управления Министерства финансов Ятыр Ажиба. В ходе совещания стороны отметили, что из 45 мероприятий программы реализовано 18. 17 в стадии реализации, 10 еще проходят процедуры согласования. Среди обсуждаемых вопросов – гармонизация налогового и таможенного законодательства, законодательство в сфере здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения. Сроки реализации оставшихся мероприятий намечены на второе полугодие 2023 года. В рамках проведения Международного метрологического форума «Метрология без границ-2023» в Москве состоялась официальная встреча председателя Госстандарта Республики Абхазия Нарсоа Сангулия с руководителем Федерального агентства «Росстандарт» Антоном Шалаевым. Обсудили развитие и совершенствование в области измерений, представляющих взаимный интерес, а также обновление эталонной базы Госстандарта Абхазии. По результатам переговоров российская сторона предложила передать во временное пользование Госстандарту Абхазии средства измерений на безвозмездной основе. Росстандарт готов поддержать и оказать содействие абхазским коллегам в рамках своих возможностей, сказал Антон Шалаев. Глава столичной администрации Беслан Эшба в сопровождении первого зама Автандила Сурманидзе проинспектировал объекты, где завершены или проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия освобождения Сухума и победы в Отечественной войне народа Абхазии, юбилейные даты которых будут отмечаться 27 и 30 сентября. Расширенный репортаж пресс-службы администрации смотрите после выпуска новостей. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания. На повестке дня было два вопроса, касающиеся внесения изменений в бюджет города Сухум на текущий год и утверждения отчета о проделанной работе за прошлый год отдела муниципального имущества и приватизации администрации Сухума. На заседании присутствовал глава столичной администрации Беслан Эшба, который предложил депутатам перераспределить остаток средств, сэкономленных в прошлом году, и направить их в текущем году на выполнение отдельных видов работ. Депутаты Сухумского городского собрания единогласно проголосовали за утверждение данного вопроса. По результатам первого квартала финансовым показателям по поступлению в бюджет, проанализировав тенденцию, которая прошла в апреле месяце и которая идет в мае, мы можем говорить о том, что сложные периоды бюджетного года мы на данном этапе прошли. Тем службам, в первую очередь налоговой службе города Сухум, удалось выполнить и перевыполнить все задания, которые у них были. Поэтому мы пришли к вам с предложением о том, чтобы можно было перераспределить средства, которые были сэкономлены в прошлом году. Как известно, у нас 2023 год юбилейный по празднованию 30-летия Победы. И я вас как-то в начале года уведомлял о том, что администрация города планирует восстановить литерные вещи. Это такие серьезные объекты, как объект «Фуникулер», Красный мост, парк имени Тараса Мироновича Шамба.
Из крупных также улицу имени Ластаговича Арзымба и улицу именем 30 сентября. Вот. Ну и помимо этого вы видели в представленном нами реестре, значит, какие виды работ уже выполнены в этом году и какие планируются работы выполнить до конца года. Поэтому, учитывая, что ранее был представлен реестр, очень надеемся на вашу поддержку. Рассмотрение громкого преступления дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуми продолжилось в здании СГБ. Генпрокуратура отклонила ходатайство Беслана Бганба об участии в заседании. Также был допрошен свидетель Игорь Ловчев. После словесной перепалки между потерпевшими и обвиняемыми судебная коллегия удалила Эрика Чкаду из зала суда. Подробности в материале Рады Чачава. Очередное судебное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров началось с ходатайства подсудимого Беслана Бганба, ранее исключенного из зала суда. Обвиняемый попросил об участии в дальнейшем заседании, ссылаясь на процессуальные права. Сторона защиты ходатайство поддержала. Адвокат Игорь Скнарин отметил, что данная просьба обвиняемого не противоречит нормам уголовно-процессуального права. Человек, может быть, осознал то неправомерное поведение в процессе, поэтому, я думаю, можно продолжить с его участием. На самом деле его права, о которых он сказал, может быть, существенно и нарушаются при его отсутствии, поскольку он при допросе тех же экспертов, которые были в предыдущих заседаниях допрошены, имел право и возможность задавать им вопросы, может быть, существенные для дела. Сторона обвинения выступила против удовлетворения ходатайства. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба подчеркнул, что удаление из зала суда обвиняемого Бганба было обусловлено несоблюдением им процессуального порядка. Удаление Бганба было не какой-то прихотью суда, это было уже, если мне не изменяет память, более 10 раз ему делалось соответствующее замечание, после каждого которого вновь на следующем же процессе Бганба нарушал процессуальный порядок. При этом я считаю возможным удовлетворить данное ходатайство на стадии допроса, если он изъявит желание давать показания. В данном случае мы не возражаем возвращение его в зал. Если защита представит конкретного свидетеля, который будет связан именно с совершенным Бганбом преступлением, мы готовы к этому вернуться. Да? Адвокат Автандил Чкадуа заявил, что аргументы стороны обвинения не обоснованы, и присутствие Бганба во время допроса экспертов было необходимо. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила в удовлетворении ходатайства отказать. Судебное заседание продолжилось допросом свидетеля защиты Игоря Ловчева, гражданина России и знакомого обвиняемого Эрика Чкадуа. Он рассказал, что Чкадуа познакомился в 2019 году, так как переехал в республику, чтобы помогать своей теще, и снимал квартиру в одном подъезде с родителями обвиняемого. Как утверждал свидетель, последний раз он видел Чкадуа в день убийства, 22 ноября 2019 года, во дворе дома родителей обвиняемого. Родители Чкадуа, по словам свидетеля, уехали на некоторое время и попросили его присмотреть за их собакой. В тот день, по времени я прям точно не могу сказать, но с 13 до 14 часов, как раз в обеденное время, я выходил со своей собакой гулять. Юрий Грамович, когда уехал, сказал мне, что надо не только покормить ее, но и заканчивался корм, надо было купить корм. Оставил мне деньги. И в этот день я выходил гулять со своей собакой, мы ходили на море. Я пошел в гараж для того, чтобы забрать его собаку и вместе прогуляться. И увидел, как Эрик как раз приехал на машине Юрия Грамовича. Он сказал, что он сам покормит собаку, что он привез корм, покупать ничего не надо. Поэтому мы прям перекинулись буквально несколькими словами на какие-то отвлеченные темы по охоте, по собакам. И потом он поднялся к себе домой, ну то есть в квартиру родителей, а я пошел к морю. И гуляли там порядка часа. Я приехал, ни машины, ни Эрика уже не было. О совершенном убийстве, как утверждает свидетель, он узнал уже вечером во время прогулки с супругой по Сухумской набережной. Свои показания Ловчев в 2022 году написал и заверил у нотариуса. Заявление свидетель, по его словам, передал адвокату Эрика Чкадуа Марине Тания. Объясню, почему спустя несколько лет помню все эти подробности, потому что их не раз обговаривали после того, как Света с Юрой вернулись из больницы. Мы много раз обсуждали все это. Поэтому те события, на тот момент они были свежи в памяти достаточно. И потом просто неоднократное повторение.
поэтому могу точно сказать, что так было. Продолжился допрос стороной обвинения. Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба уточнил у свидетеля Ловчева, сколько раз с апреля 2019 года по ноябрь того же года он встречал обвиняемого Чкадуа. Свидетель заверил, что встречал его раз 5 и в хаотичной периодичности. То раз в неделю, то раз в месяц или 2. Руслан Тыркба отметил, что обвиняемый Чкадуа до августа 2019 года находился в местах лишения свободы, а после был помещен под домашний арест по другому адресу. Во время допроса свидетель сказал, что приезжал в Абхазию и до апреля 2019 года, до момента начала жительства в республике, и уже ранее был знаком с обвиняемым Чкадуа, их знакомил отец подсудимого. Свидетель не стал отвечать на вопросы адвоката потерпевшей стороны Инги Габилая об адресе проживания его тещи. Как отметила Габилая, информация имеет к делу непосредственное отношение, однако свидетель Ловчев на вопрос отвечать отказался. Я не хочу отвечать. Не хочу отвечать на этот вопрос. Это не имеет отношения к делу. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я помню, знаю, я не буду отвечать на этот вопрос. А для чего впутывать сюда моих родственников? Я имею право не свидетельствовать на своих родственников, правильно? Также свидетель не стал отвечать на вопрос о номере иномарки, которая ему принадлежит, и о том, у кого она была приобретена. По его словам, машина оформлена на другого человека, гражданина Абхазии. Мать обвиняемого Чкадуа, присутствовавшая в зале заседания, сказала, что машина оформлена на нее. Спустя некоторое время после допроса свидетеля Светлана Чкадуа, вернувшись в зал заседания из коридора, заявила, что родственники потерпевших, сидевшие в зале, догнали и запугивали свидетеля Ловчева. В ответ на оскорбление, допущенное одним из присутствовавших в адрес Светланы Чкадуа, между родственниками потерпевших и обвиняемыми началась словесная перепалка. Судебная коллегия постановила удалить Эрика Чкадуа из зала суда. Его матери было сделано замечание. Неуважение к суду очень часто проявляется от присутствующих и от подсудимых также. И судебная коллегия, совещаясь на месте, определила подсудимого Чкадуа Эрика удалить из зала суда, а вам, присутствующая Чкадуа, делается замечание. Обвиняемый Демура Халай обратил внимание суда, что провокации, которые вызывают словесные перепалки в суде, всегда исходят от родственников потерпевших, а суд, по его словам, зацикливается только на подсудимых. Он заявил о нарушении его прав и ходатайствовал об удалении из процесса. Просьба обвиняемого была удовлетворена. В завершении заседания стороной обвинения было заявлено ходатайство о выделении материалов из протокола судебного заседания. В показаниях Ловчева, по словам Даура Амичба, есть признаки преступления – отказ от дачи показания. Свидетель ссылается на лицо, круг, который не описан в статье 5 Уголовного процессуального кодекса и не защищен иммунитетом от дачи показаний. Свидетель не ссылается на забывчивость, не ссылается, он просто отказывается давать показания. Статья 309, 310, расписку, которую дал свидетель, предусматривает ответственность за отказ от дачи показаний. Сторона защиты с ходатайством не согласилась. Адвокат Игорь Скнарин подчеркнул, что отказ от ответа на несколько вопросов свидетель полностью мотивировал. Судебная коллегия приняла решение ходатайства не удовлетворять. Следующее судебное заседание состоится 30 мая. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Вальтер Бутва провел рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений ведомства по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона. В совещании приняли участие заместители министра Руслана Ажиба, Беслан Чкадуа, Рашид Свижба, начальники управления центрального аппарата ведомства. Репортаж пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Бутва провел рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений ведомства по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона. В совещании приняли участие заместители министра Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Рашид Свижба, начальники управлений центрального аппарата ведомства. Как известно, меры по обеспечению безопасности и общественного порядка в период курортного сезона возлагаются на МВД Республики. Определяющие принципы деятельности правоохранительных органов в данном направлении – это предупредительно-профилактическая работа, сказал Вальтер Бутва. Министерством внутренних дел разработан план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью, обеспечение безопасности и общественного порядка в период летнего-курортного сезона 2023 года. О распределении дислокации сил и средств, графиках дежурств, личного состава и маршрутах патрулирования доложил начальник штаба МВД Денис Таня. Начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел доложили о готовности к проведению обозначенного комплекса мероприятий.
Заслушав отчеты о ситуации в территориальных подразделениях милиции, Вальтер Будба дал ряд распоряжений. В связи с недокомплектом личного состава по ГОР-ОВД прикомандировать сотрудников центрального аппарата на время летнего сезона в районы для обеспечения контроля на объектах курортных зон, массово посещаемых туристами и популярных экскурсионных маршрутах. В частности, министрам даны указания усилить УВД по Гагрскому району и Гудаутский отдел внутренних дел числом опытных сотрудников оперативных подразделений центрального аппарата. В связи с интенсивно развивающимися курортными маршрутами в восточной части Абхазии и Высокогорья Вальтер Будба поручил начальникам Ачимчирского, Ткварчалского и Галского отделов внутренних дел организовать тесное взаимодействие при обеспечении правопорядка на обслуживаемых территориях. В целях пресечения миграции уголовно-преступного элемента в районы курортных зон, согласно распоряжению министра внутренних дел, для круглосуточного дежурства на КПМ Мюссера прикомандировываются сотрудники УУР и ОКОН МВД. Усиливается контроль постов ДПС на республиканской трассе. С 1 июня весь личный состав МВД будет переведен на усиленный режим несения службы. Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. К несению службы и прохождению учебной практики приступают выпускники и курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии, а также курсанты, обучающиеся по направлению в вузах МВД России. Вальтер Будба отметил, что на личный состав Министерства внутренних дел возложена большая ответственность. Особое внимание будет к работе блока криминальной милиции, милиции общественной безопасности. Необходимо максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах. Далее на совещании обсуждались вопросы материально-технического обеспечения ведомственных подразделений на период курортного сезона, а также взаимодействия с заинтересованными ведомствами по оперативному реагированию на все возможные инциденты. В рабочем порядке Вальтер Будба дал конкретные поручения по организации служебной деятельности. Информация для кандидатов в водители. В связи с принятием нового постановления Кабинета министров Абхазии возобновляется работа по приему практического квалификационного экзамена на получение права на управление транспортными средствами, сдавших теоретический экзамен. В связи с большим количеством кандидатов в водители прием практического экзамена будет проводиться сотрудниками госавтоинспекции как в будние, так и в выходные дни. Практический экзамен принимается на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол. 16 мая сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии провели взрывные работы в районе озера Рица. Часть обрушившейся скалы нависла над проезжей частью, представляя серьезную опасность для проезжающих. В случае ее дальнейшего обрушения существовала угроза блокирования автомобильного движения. Пиротехники МЧС подорвали остатки скалы, устранив тем самым все возможные риски. После направленного подрыва остатков скалы автодорога в вышеназначенном районе была расчищена. В Абхазии проходит первый туристический фестиваль. В течение 5 дней участников ожидают конференции, экскурсии, вечерние мероприятия с развлекательной программой, мастер-классы в Гаруда-глемпинг, банкет с национальной кухней и, конечно же, радушный прием и абхазское гостеприимство. Организаторами туристического фестиваля выступают компания «Интурист» и группа компаний «Гаруда» при поддержке Министерства туризма Абхазии. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. В теплой, непринужденной, дружественной обстановке проходил первый туристический фестиваль. Он стал одной из главных профессиональных площадок для общения представителей туротрасли, объединив более 200 представителей туриндустрии Российской Федерации. Открывая встречу, министр туризма Теймураз Хишба подчеркнул, что Министерство туризма с большим удовольствием поддержало идею проведения фестиваля. От лица правительства Республики Абхазия хочу выразить вам благодарность за поддержку абхазского бизнеса, за то, что вы очень правильно позиционируете Абхазию, и благодаря вашим усилиям в Абхазию приезжает с каждым годом все больше и больше людей. Я надеюсь, вы успеете за 3-4 дня получить удовольствие от нахождения в Абхазии. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно в Абхазии, потому что Абхазия – это маленькая страна, это уютная страна. Здесь большое количество уникальных мест,
И самое главное, здесь очень гостеприимные люди. Приветствуя участников фестиваля, основатель отелей «Гаруда Бутик» и «Гаруда Глэмпинг» Георгий Ачба поблагодарил представителей туротрасли, отметив, что они помогают развивать туризм в Абхазии. Вы те люди, которые напрямую общаются с нашими туристами. Те, которые доносят или не доносят точную информацию. Ну, в основном доносят. Да. Вы те люди, которые создают вот этот уют, который потом получают наши туристы. Вы знаете, очень важно, чтобы люди понимали, когда они едут в Абхазию, что они не едут куда-то там, не знаю, на Мальдивы, не едут в Америку куда-то, в высокотехнологичную страну, какую-то Японию образно. Важно, чтобы они понимали, куда они едут, чтобы они понимали, что у нас есть свои плюсы и свои минусы. Но, тем не менее, мы очень любим людей, мы умеем их встречать с душой. Компания «Интурист» была основана в 1929 году. Несмотря на свой уже почтенный возраст, компания уверенно смотрит в будущее, внедряет передовые технологии туризма и развивается сразу в 3 направлениях – въездной туризм, внутренний и выездной. Директор группы компании «Интурист» Исмаил Балюкбаши рассказал о истории знакомства с Георгием Ачба и о идее проведения туристического фестиваля в Абхазии. Мы тоже, конечно, там сколько лет уже работаем, сколько лет сюда туристов отправляем, получаем кучу жалоб, претензий, мы стараемся их как-то сгладить, изменить ситуацию, исправить, улучшить. Могу вас уверять, вот в течение 6 лет огромным темпом здесь развивается туризм. Я свидетелем этого. Как в свое время в Турции это развивалось очень быстро, большими шагами, здесь также это повторяется. Немножко Турция опережает, да, но Абхазия тоже очень сильно развивается. «Интурист» более 10 лет помогает отелям Абхазии улучшать инфраструктуру, делать реновацию и строить новые объекты размещения. Компания нацелена на повышение качества оказываемых услуг туристам. О работе организации в Абхазии рассказал исполнительный директор Алексей Липатов. Наша компания, наверное, уже больше 150 отелей законтрактировала в Абхазии. То есть объектов становится с каждым годом все больше и больше. И самое интересное, что мы видим, как развиваются эти объекты. Они становятся значительно более качественными. Отдых туристов становится более качественным. И, естественно, люди получают удовольствие от отдыха в этой прекрасной стране. Далее, в рамках первого туристического фестиваля на территории отеля «Гаруда Глэмпинг» была организована развлекательная программа. На чистом воздухе для гостей были проведены мастер-классы по рисованию и лепке из глины, стрельба из лука, выставка фотографий древнеабхазской княжеской фамилии Ачба, прогулка по живописным местам. По мнению участников фестиваля, «Гаруда Глэмпинг» представляет большой интерес у туристов. На фоне природы можно себя почувствовать таким свободным, счастливым. И очень красивый формат вот этих вот домиков, то, что мы еще нигде не видели. Лично я еще ни разу не встречала вот такой комплекс. Приятное обслуживание, хорошая очень еда. Отличная атмосфера, и очень хочется сюда вернуться. Обязательно вернусь в отпуск и буду рекомендовать. Вы знаете, мы, поскольку из Санкт-Петербурга все, да, у нас приграничная зона, и мы в свое время всегда очень любили ездить в Финляндию, в Карелию. Нам очень нравится вот этот формат именно коттеджей. Здесь потрясающая природа, очень комфортный отдых именно в этих коттеджах. Мы не ожидали, мы думали, это будут какие-то палатки, будет очень все скромно, великолепно. Все очень комфортно, все условия есть, прекрасно пахнет деревом в этих коттеджах. Территория, инфраструктура, все с такой душой сделано. Нам очень нравится, мы очень благодарны хозяину, мы его благодарили, подходили. Спасибо большое. В рамках фестиваля гости мероприятия смогут получить полное представление о туристических возможностях Абхазии, встретиться с представителями отрасли и обсудить актуальные вопросы. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Абхазский государственный театр имени Самсона Чамба объявляет специальный набор в группу по специальности актер драмы и кино на будущий учебный год при факультете искусств Абхазского государственного университета. Принимаются лица с 16 до 20 лет. Справки по телефону 752 25 52 по адресу улица Пушкина, дом 1. В
В связи с ремонтными работами завтра с 0 часов до 22 часов будет прекращена подача воды в городе Сухум. Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, Вием, центральная и нагорная части города, рынок Маяк, улица Чанба, Турбаза, Кадорское шоссе. Также в четверг, 18 мая, в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция Баслат. Часть Сухумского района останется без света с 10 до 16 часов, сообщает Черноморэнерго. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 18 мая, погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон. Ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, 13, днем 19, 24. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.